Помните историю, которая была совершена в Соколовском районе, история с мальчиком, который в 11 лет был подвергнут сексуальному насилию со стороны старших ребят, когда он пас своих баранов, скот. Эта история прогремела, прошумела. Чуйское ГУВД расследует это уголовное дело, и мы стали в тупик просто на фоне того, что судебно-психолого-психиатрическая экспертиза отказывается под всяческими предлогами проводить качественную надлежащую экспертизу этого ребенка. Мы знаем, что ребенок после инцидента рассказал об этом всем ситуации своим родителям по течению 3 месяцев. Конечно, мы знаем, что сейчас судебно-медицинская экспертиза, которая была проведена в отношении него, не дала результатов по вопросу фактических доказательств, то есть того, что было в материалах дела, что он был подвергнут сексуальному насилию, потому что 3 месяца прошло. Тогда мы говорили о том, что необходимо назначать судебно-психолого-психиатрическую экспертизу. Она была назначена, но Соколовским РУВД она была назначена неверно, то есть вообще с неправильной постановкой вопросов. Тогда Генеральная прокуратура взяла под контроль это дело. По подследственности передала в Чуйское ГУВД. Чуйское ГУВД назначила экспертизу психолого-психиатрическую. И когда проводилась психолого-психиатрическая экспертиза, ребенок же присутствует там один, то есть сначала опрашивают родителей, присутствует ребенок один. И в ходе опроса, оказывается, ребенок не стал коммуницировать с психологами, то есть он не стал отвечать на эти вопросы. Мы об этом не знали. После экспертизы мы спросили у ребенка, как все прошло. Он сказал, все хорошо. Они спрашивали те же вопросы, которые задавал следователь. Но когда мы получили результаты экспертизы, судебно-психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная с детским психологом-психиатром, не дала ответов на все вопросы. И когда они расписывали в своем заключении, они обосновали, что ребенок не пошел на контакт, что ребенок отказался, что ребенок не стал коммуницировать с психологами. Да? И эти вопросы остались открытыми. И заключение этой экспертизы ввело дело в тупик. Почему? Потому что следователь вновь направил постановление направил с вопросами судебным психологом и психиатром, но они отказываются по сегодняшний день проводить экспертизу, ссылаясь на разные причины, что у них нет психологов других детских, что они уже написали это заключение. Но если ребенок, как сам он говорит, я стеснялся женщинам рассказывать то, что происходило со мной, да, и мне было неудобно. То есть ребенок не смог предрасположиться к экспертам, да, и чувствовать себя в более безопасной, наверное, обстановке для того, чтобы раскрыть и опять перерассказать всю историю, которая с ним произошла. И это не вина ребенка, да, и не вина где-то даже экспертов, потому что такие тонкие нюансы и вопросы, которые отражаются в постановлении, очень сложно ребенку, сейчас ему 13 лет, рассказать все это чужим людям. И переговорившись с следователем, следователь и психологи наши, которые его сейчас наблюдают, рекомендовали, так как у него есть доверие и коммуникации с родителями и со мной, что давайте проведем экспертизу с участием его защитника. Но почему-то до сегодняшнего дня 3 отказа мы получили от судебных психологов и психиатров, и отказы просто безосновательно, что следователь не расписал, почему нужна повторная экспертиза. Во втором случае написано, что у нас нет других экспертов. В третьем случае написано, что мы все уже отразили в этой экспертизе и идите лесом, да, грубо говоря. Мы не понимаем, почему судебные психологи и психиатры просто игнорируют постановление следователя и каким образом сейчас это дело просто в тупике. Почему руководство судебно-психолого-психиатрической экспертизы вообще РЦПЗ не принимает во внимание, что вот такая ситуация сложилась, и эксперты не ответили на все вопросы, и не по вине эксперта, и не по вине ребенка. То есть на тот момент он, первый раз увидевших лица людей, он 11-летний, 13-летний ребенок не смог раскрыться. Может быть, это и есть еще и квалификация врачей, что они не смогли разговорить ребенка. Они же узкие специалисты, они должны же были разговорить ребенка для того, чтобы он пояснил о той ситуации, которая с ним произошла. Да? Поэтому на сегодняшний день у нас вот такая тупиковая ситуация. Это дело не может быть просто таким образом
закрыто на основании того, что просто не проведена надлежащая экспертиза. То есть нужно расследовать это преступление, а не тормозить его. И на сегодняшний день уже утекло очень много времени с момента совершения преступления. И каждый день влияет на срок давности привлечения к уголовной ответственности, о чем нельзя забывать.